Добрый день, это канал «Свобода Премиум». Тут Ганна Солось у Празе и моя суразмоўца Саша Романова у Варшаве, дырэктарка праекту гарадскога часопісу «Ку-ку», рэдакцыя якога з канца жніўня была вымушаная пакінуць Беларусь, і які, напэўна, з'яўляецца лідарам сярод незалежных беларускіх СМІ в абыходзе блокіровак сайту выдання уладамі. Добрый день, Саша. Добрый день, Анна. Ну, я нагадаю для нашай аўдыторыі, што рэдакцыя вырашыла часова пакінуць Беларусь пасля арышту сузаснавальніка «Ку-ку.орг» бізнесоўца Александра Васілевіча, уладальніка рэклямнага агенцтва і галерэі сучаснага мастацтва «Уні складовая». Ну і першае маё пытанне, вот за гэтыя яшчэ не паўгода, але 5 месяцаў, як змянілася ваша рэдактарскае, журналісцкае, ну просто чалавечае жыццё пасля вымушанага пераезду, бо ўсё абнулілася, што спачатку трэба было пачынаць? Ну, жизнь, конечно же, изменилась на 200%, потому что никто из нас не был готов к эмиграции. И в итоге наша команда 2 сайтов, «Ку-ку.орг» и «The Village», Беларусь, разбросана по 3 странам. Это Литва, Польша и Украина. Меня очень радует, что команда оказалась, что это самостоятельные люди, которые без принуждения, каждый делает свой большой кусок работы, знают свои цели, и вот, собственно, издания продолжают существовать. Ну и моя задача как директора сделать так, чтобы ребята регулярно получали зарплату, а это просто невероятно сложный квест между 3 странами в ситуации, когда ты ждешь регистрации компании в ЕС с сентября прошлого года. Журналисты, конечно, ждут и надеются, что скоро вернутся в Минск. Вот уже 5 месяцев. Лично меня держит любопытство. То есть я заставляю себя испытывать интерес к польской культуре, к истории, там, читаю много, учу язык, иначе давно погрузилась бы в какое-то такое странное депрессивное состояние. Вот иногда ловлю себя на мысли на том, что мне абсолютно все равно, где жить. Новую страну я себе не выбирала. Вот в моем личном случае все убирается в дочь подростка, которая за несколько месяцев выучила польский и учится в местном лицее. Конечно, в Литве или в Эстонии она бы так быстро не справилась. Поэтому пока что мы поживем в Варшаве. Калі мы з вами размаўляем, праходзіць суд над Кацярынай Андрэевай, Дар'яй Чульцовай. Я вот літаральна за 5 хвілінаў до нашай размовы глядзела на фото, чытала матэрыялы. Я разумею, што вы ў гэты момант думаеце не толькі пра іх, але і пра Александра Васілевіча, які цяпер за кратамі. Маглі б вы даць самую апошнюю інфармацыю, што з ім, як ліставанне ідзе, які настрой, ці рухаецца справа супраць яго? Ну, я информацию про Сашу узнаю в основном через его жену Надю Зеленкову, потому что мои фальшивки из Польши к нему доходят крайне редко, обратно, ну, еще реже. И 28 января было ровно 5 месяцев, как Саша находится в СИЗО, ему постоянно продляют срок содержания, сидит он в камере на 12 человек, среди которых доктор, айтишник, тренер, инженер и алкаш, это вот из писем я помню. И за последний месяц Саша переболел коронавирусом, причем долго не получая лечения. Ну, у него садится зрение в камере. Это из плохих новостей. Из хорошего то, что Наде удалось организовать целую сеть доставки передач в тюрьму. И у Саши есть таким образом еда приличная. Что касается его намерений, то, зная Сашу, я думаю, что это не падать с духом и верить в то, что все закончится скоро и победой. Давайте вернемся до выданняў, якія вы ўзначальваеце, які вы стваралі фактычна. Ну, відавочна, што змянілася ад гэтага лета і канцэпцыя выдання, бо пратэсты і рэпрэсіі галоўны ракурс цяпер. Ці гэта канчаткова, у якім выпадку Ку-ку вернецца да сваіх асноўных тэмаў, якія былі да гэтага. Хаця палітыка таксама была, але тым не менш, як бы канцэпцыя была крыху іншая. Ну, смотрите, у нас сейчас на заблокированном сайте Ку-ку.орг 1 миллион визитов. До блокировки их было 5 миллионов. То есть это падение трафика вообще в 5 раз. И ну, когда на это смотришь, когда смотришь там эту Google аналитику, ты понимаешь, что какие темы мы не поднимали, легкие или тяжелые, мы все так же будем продолжать оставаться вот этим неугодным медиа, которому запретили существовать в Беларуси. То есть что Village,
что чуть-чуть раньше, что Kuku.org чуть-чуть позже. То есть и поэтому вот эта ситуация, очень странно думать о том, как ты вернешься в принципе к старой тематике, будучи, по сути, таким заблокированным за некого рода экстремизм, да, но как бы мы легкие на подъем. То есть вот мы обладаем чувством юмора, умеем делать востребованные аудитории контент, поэтому я думаю, что наши издания скорее будут меняться, чем возвращаться к старым форматам. Это, знаете, как мечта вернуться в Беларусь до августа 2020-го. То есть как ты это сделаешь, если этой страны уже не существует? Вот сейчас мы попробуем запустить Patreon с мерчем, с модными там худи, майками, для того, чтобы, которые редакция на свой вкус отбирает дизайн, для того, чтобы протестировать вот такую новую модель монетизации, потому что основная история, конечно, не протянуть ноги в данной ситуации, потому что если тебе станет нечем платить зарплаты, то вообще уже тогда будет неважно, легкий у тебя контент, тяжелый, вообще есть ли он у тебя. Вот, поэтому, вот так вот мы стараемся что-то придумывать новое. Вы сказали, что вы чакаете регистрации выдания в Еврозвязи, так? Да. И это махшимости даст? Это даст возможность прежде всего легализоваться, то есть находиться здесь не на птичьих правах, а уже получить какие-то эти карты побыта для ребят. И, конечно, официально тоже каким-то образом официально получать эти деньги, зарабатывать, потому что сейчас у нас нет такой возможности. Саша, якая дапамога патрэбная вашай рэдакцыі цяпер? У гэтай паўгода людзі паказваюць проста неверагодныя праявы салідарнасці, падтрымкі. Калі вы зараз скажаце, папросіце дапамогі, папросіце падтрымкі, магчыма, вам дапамогуць, хаця гэта ўжо адбываецца, я так разумею. Да, я подумала вот что. Мы сейчас, у нас такая игра есть забавная с Министерством информации. Наш сайт заблокирован по решению за экстремизм 9 декабря. И мы, как и все остальные издания, мы существуем через VPN, открывается наш основной домен Kuku.org. Но дополнительно для того, чтобы люди внутри Беларуси не теряли доступ к изданию, мы покупаем домены с идиотскими названиями. То есть и пока власть опомнится, и что вот Kuku все равно существует, и трафик идет на какой-то там идиотский совершенно домен amon.whatthefuck, проходит неделя или две. Вот домен mininform.lol у нас продержался около месяца. То есть если вашим зрителям интересно поучаствовать в такой игре, то есть домены стоят денег, и мы собираем на PayPal. Одной нашей учредительницы, моей партнерки, мы собираем на PayPal просто там эти донаты на домены. Если вашим зрителям будет интересно в этом, помочь в этом аттракционе, купить идиотский домен, чтобы еще неделю белорусы читали Kuku.org без блокировки, то мы с радостью укажем вам этот самый PayPal. Як это у вас атрымліваецца так хутка мяняць? Падаецца, 5 разоў вы менялі ўжо ці колькі, як вы назвы так прыдумляеце, просто я сачу з вялікім захапленнем за тым, што вы робіце ў гэтай справе. Да, во-первых, мы конкурс объявляем, то есть в телеграм-канале Кулуары Куку мы читательские предпочтения, конечно же, берем. Читатели нам придумали «Массандры нет», и сейчас тоже Kuku.old. Kuku.old — это давняя вообще история, от которой, то есть просто очень жалко, что не существует домена old, потому что тогда вы бы вообще четко представляли собой kuku.old. Было бы красиво, но сейчас мы доступны по адресу kukuold.org, и этот домен нам подсказали наши читатели. То есть поскольку никто из СМИ покупкой дурацких доменов не занимается, то мы привлекаем, естественно, всеобщее внимание. И зачем мы это делаем? То есть я объясню концепт. Это не просто... То есть это своего рода такая децентрализация протеста. То есть мы считаем внутри редакции, что наши статьи должны быть доступны жителям Беларуси. И ради того, чтобы нас читали, мы готовы пожертвовать своим брендом. То есть убрать центральный домен и превратиться во множество новых, которые еще
еще не успели заблокировать. И в эту игру можно играть вечно. Воображения у команды хватает, чтобы придумывать новые. Ну, а читатели с удовольствием поддерживают вот эту вот историю. Ну, мне кажется, что в данной ситуации самое главное — не терять оптимизм. Кто бы в какой ни находился, кто бы в каких застенках или в эмиграции не находился. Ну и мы вот всеми силами пытаемся держаться. А вы сказали, что с 5 мільёнаў до мільёна на асноўным сайце упала колькасць праглядаў. А ці магчыма палічыць на вось гэтых сайтах, колькі было людзей? Я разумею, складаная справа. Магчыма, тая самая лічба засталася, ці нават яна вырасла, калі гэта все разом? Очень сложно, потому что туда не подключается, ну, для того, чтобы Яндекс.Метрику или Google Аналитику подключить к новому домену на неделю там, или даже на 3 дня, это достаточно проблемный процесс, но, наверное, теоретически можно каким-то образом иначе оценивать. У меня нет, к сожалению, цифр вообще. Мы это делаем просто для того, чтобы был доступ у людей. Ну, то есть не для бизнеса и не для охватов это точно происходит. Ну, як я уже казала, мы говорим у дзень гучнага судовага працэсу над журналісткамі. Як вы, як кіраўніца медыа, глядзіце на все магчымыя рызыкі і на все магчымасці цяпер рэальнай незалежных СМІ працаваць у цяперашніх умовах і даносіць праўдзівую інфармацыю для аўдыторыі, знаходзячыся як у Беларусі, так і за мяжой. Чым цяпер можна ахвяраваць, што найважнейшае, да чаго абавязкова трэба быць падрыхтаваным? Ну, в какой-то момент белорусские журналисты оказались героями настоящими. И вот я думаю, что тут как с реальными героями на любой войне, то есть ты не готовишься с детства жертвовать своей жизнью и свободой, там, да, ради чего? Ради своей профессии, скажем так. Вот. Ну и, возможно, в будущем те, кто будут поступать на журфак БГУ, будут иметь в виду также и то, что, работая журналистом в Беларуси, ты можешь сесть в тюрьму за свою позицию. До 2020 года таких рисков не было. Были риски для издания, попасть на гигантский штраф и разориться. Были риски быть убитым за то, что ты делаешь журналистское расследование про торговлю оружием с Ираком, как Вероника Черкасова, или быть убитым, как Павел Шеремет. Ну а сейчас будут риски просто сесть в тюрьму на серьезный срок за стрим с места событий, как Дарья Чульцова и Екатерина Андреева, или публикацию материала, который перечит вот этому горячечному бреду синих пальцев, как в случае с Катериной Бересевич. Но еще у меня такая мысль по поводу белорусской журналистики. Когда мы все вернемся в новую Беларусь, думаю, ни у кого вообще не поднимется рука гнобить вот независимых журналистов, как было раньше. Вот эти темы того, что кто-то у кого-то материалы перепечатывает или однобоко копает. Вот все вот это сейчас воспринимается как чушь на постном масле, потому что журналисты независимых медиа сейчас герои, и их работа очень важна. Иначе Беларусь бы вообще не знала, что происходит. Вы аўтарка біяграфіі Петра Марцава. Я з вялікім задавальненнем прачытала гэтую кніжку не адзін раз, правда. Як вы думаеце, што б ён сказаў цяпер і што б ён рабіў цяпер у гэтай апошняй паўгоду? Спасибо за оценку книги. Я просто почему-то уверена, что Петр Марцев словом и делом бы поддержал Виктора Бабарика еще в мае 2020 года. То есть это человек его масштаба, его романтизма, его культурного и духовного уровня. Вот это 100%. Петр был бы волонтером штаба, возможно, координатором. Чем бы это закончилось, просто не хочется дальше строить догадки, потому что с живущими волонтерами штаба все очень сурово сейчас происходит. Я паглядзела у панядзелак увечары дакументальны фільм Ольгі Абрамчык, беларускай рэжысэркі. Мы не ведалі адзін аднаго да гэтага лета, а фільм створаны з відэо, якія знялі беларусы падчас пратэстаў, і там апавядаецца пра падзеі з 9 па 16 жніўня. Вельмі моцнае кіно. Я хацела якраз, гаворачы пра гэты фільм, штурхнуцца ад яго назвы. Наколькі для вас было нечаканым не тое, што будзе гвалт,
чакалі ад уладаў гвалт, магчыма, не такі жорсткі, як яны паказалі, але ведалі, што на гвалт і на рэпрэсіі яны гатовыя. Наколькі нечакана было тое, што беларусы зрабілі гэтым летам, гэтай восенню? Ці ведалі мы адзін аднаго да гэтага лета? Ну, смотрите, я всегда любила белорусов и чувствовала, что мы лучшие люди на земле. Вот. Но вот в Минске я живу в районе железнодорожного вокзала. И вот самый шок, то, о чем вы говорите, я испытала даже не на митинге 16 августа, а вот после этого митинга, когда я пошла на свой избирательный участок на улице Свердлова подписывать петицию, чтобы нашему участку, в принципе, показали результаты. Ну, их вообще не вывесили, никто не знал, кто там победил и сколько набрал. Я была уверена, что на участок приду только я со своей дочерью, потому что район вот Свердлова-Кирова — это специфический район, как я называю, там живут вдовы чекистов. Он никогда не отличался оппозиционными настроениями. И вот я стою злая у калитки гимназии, понимая, что вообще никто не придет. И вдруг вот смотрю, так подходит бабушка с дедушком, потом вот еще такой дедок с собачкой, потом семейная пара за 80, такие седовласые красавцы, он ее за руку поддерживает, потому что ей идти тяжело. И так человек 20 совершенно таких пенсионеров, ну, про которых я бы никогда вообще не подумала, что им интересны результаты выборов. Вот я, чтобы как-то завязать беседу, я вот дедушке с собачкой говорю: какая у вас смешная собака, а дед отвечает: ну, яна добрая собака, зусім не гаўкае, толькі калі Лукашенко у телевизоре показывают. То есть вот эти вот абсолютно простые пенсионеры с улиц Кирова, Свердлова подписывают петицию с требованием новых честных выборов. Вот тогда я поняла, что мы реально не знали друг друга до этого лета. Вот это был, наверное, самый такой, самый неожиданный, приятный и теплый момент. И потом вот эта бабушка, которую поддерживал дедушка, который за 80, она у меня спросила: а что там на площади? Вот мы еще, если пойдем, мы что-нибудь увидим? И вот она еле-еле, просто они пошли на эту площадь Независимости, где в тот момент находилось там сотни тысяч человек, чтобы посмотреть, как это, ну, как это выглядит. Вот, это про народ. Действительно, я не ожидала, что протест настолько разные группы поддерживают вот общее настроение, и что мы действительно большинство. А что касается жестокости властей, я абсолютно не была готова к тому, что, ну вот к масштабам этих пыток и карательных операций. Я не была готова, что весь вот латентно-протестный класс хипстеров, как их можно называть, просто сгноят в тюрьме и выдавят из страны. Это оказалось, ну, очень большим шоком, честно говоря. Я не представляла, что так будет. Сёння роўна паўгады ад 9 жніўня у маштабах гістарычных, ну, паўгода — это вельмі мала. Але мы жывем у гэты час, вы змянілі вымушаную міграцыю, цяпер знаходзіцеся. Які ваш цяпер настрой, вот які ваш погляд на тое, што будзе адбывацца ў гэтым годзе з Беларусю, з людзьмі, пра якіх мы не ведалі, якіх мы не ведалі адзін аднаго да гэтага лета? Як вы глядзіце ў будучыню? Прогнозы строить очень сложно, учитывая, что предыдущий мой прогноз касался февраля 2021 года. Мне казалось, что в феврале 2021 что-то произойдет, что-то закончится, и мы увидим, не знаю, уверенное падение вот этого лживого режима и будем строить дальше уже какие-то планы, исходя из ситуации. А сейчас, кроме Всебелорусского народного собрания и судов над журналистами, в феврале не происходит ничего, и поэтому мне, честно говоря, страшно дальше указывать какую-то следующую дату, чтобы потом еще разочаровываться, потому что я и мои друзья очень верили в этот февраль. Но я надеюсь, что, смотрите, нет никаких с точки зрения какой-то бизнес-взгляда на происходящее, вообще какого-то просто адекватного взгляда, нет никаких вообще предпосылок того, что вот эта система сможет существовать долго.
Ну, то есть она, в принципе, ну вот как можно в краткосрочном периоде такие масштабные репрессии, они эффективны для того, чтобы сбить и погасить вот это насилие. Но дальше ведь несогласные, они же никуда не делись, они же остаются. Вот все вот эти бабушки, которых я видела, Свердлова, Кирова, которые плохо ходят, они же остаются при своем мнении. Он же им все равно не нравится. Как можно управлять страной, которой ты ужасно не нравишься, которая тебя ненавидит? И все больше с каждым днем увеличивать количество вот этой ненависти. Я не понимаю, сколько это будет существовать, но как бы любая логика и какое-то рациональное представление о том, как вещи происходят в мире, она говорит, что это не может длиться долго. Вот. Дзякуй вялікі, гэта была Саша Романова, рэдактарка, журналістка, пісьменніца. Всяго вам найлепшага. Спасибо. Побачэння, всяго найлепшага. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.